А тем временем предприятия республики переходят на газомоторное топливо. Лидер среди них – «Газпром Трансгаз Ухта», в гаражах которого более 80% такой техники в коме. По дорожной карте, разработанной правительством региона, к 2025 году парк автомобилей на природном газе, как и число газозаправочных станций, вырастет. Сейчас их 6, будет 14. Сыктывкарские водители уже оценили удобство недавно открывшейся, второй по счету в столице, газовой заправки. О перспективах и преимуществах перехода на голубое топливо Ольга Коняева. В 2014 году в России взят курс на увеличение количества транспорта на метановом топливе. Это экономично, экологично, безопаснее, чем бензин. Природный газ в качестве моторного топлива примерно в 1,5 раза увеличивает срок службы двигателя. За счет сгорания метана сердце машины изнашивается меньше. Преимущества перехода на газомоторное топливо очевидны. 1 кубометр газа при потреблении автомобилем приравнивается к 1 литру бензина, а стоимость в 1,5-2 раза меньше. И, соответственно, существенная экономия складывается. Это раз. Второе – это экологическая безопасность. То есть природный газ чист и, соответственно, концентрация загрязняющих веществ при выхлопе в атмосферу гораздо ниже, чем даже при бензине. Давят на газ в первую очередь крупные организации. Лидер в этом направлении – «Газпром Трансгаз Ухта». На предприятии почти 62% всего автопарка переведено на метан. В республике Коми это 409 единиц техники, в том числе для коммунального обслуживания производственных объектов. Погрузчики, мусоровозы, подметальные машины. Внедрить такое оборудование по всей республике – очевидная необходимость. Но вопрос требует времени. Важно обеспечить необходимую инфраструктуру. Мы тоже к этому, в общем-то, достаточно осторожно подходили, хотя сами газовики, тоже понимали, там, инфраструктуру, обслуживание, были сомнения определенные. Но все сомнения преодолены, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. На газомоторном топливе в регионе работают 200 грузовых автомобилей, больше 60 единиц дорожно-коммунальной техники, 50 легковушек, больше 200 автобусов. Парк Ухтинского АТП в этом году пополнили новые пазики на голубом топливе. Они уже на городских маршрутах. Пассажирские автотранспортные компании одни из первых начали переходить на метан. Большинство из них в столице региона. Переход предприятия начал на газомоторную технику в 2016 году. Была закуплена первая партия автобусов в количестве 40 единиц. И в 2018 году эта тенденция продолжилась. Было закуплено еще 20 единиц автобусов. Все они на газомоторном топливе на метане, на экологичном. То есть тот же бытовой газ, что у нас дома, у кого есть газовые плиты, тот же самый газ. Не имеет запаха, очень экологичен. Это экономия предприятию. Построили новую заправку на колхозной. То есть, соответственно, это намного ближе ездить, заправляться проще. Открытие второй газозаправочной станции стало долгожданным, значимым событием для столицы региона. Скорость заправки крупногабаритного транспорта не дольше 15 минут, легковых автомобилей – 5 минут. Это до 270 единиц техники в сутки. Стоимость кубометра метана – около 20 рублей. Средняя цена по России. Кроме того, для физических лиц, владеющих авто на газомоторном топливе, снижен транспортный налог. Сегодня проезжу до 11 вечера. Почти там плюс-минус. Сейчас мы заправили 90 литров, будем называть литрами. У меня еще останется где-то литров 10, наверное. Это я целый день буду ездить. Примерно километров, наверное, даже не скажу, 250 может, по 300 проеду. То есть по деньгам на сколько раз экономить? По деньгам примерно в 2,5 раза. Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива – стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Перспективы его применения в стране оценивают положительно. Новая задача на уровне государства – к 2024 году увеличить количество газовых заправок в 4 раза. Необходимое для этого условие – парк газомоторных автомобилей. Нужен спрос, а предложение уже в разработке. Ольга Коняева, Олег Костромин, Александра Бадич, Дмитрий Плонин, телеканал «Юрган».